Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Будет ли встреча и что она вам принесет? Загадайте, пожалуйста, на человека, с кем вы хотите встретиться, и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие-то тут препятствия на вашу встречу вышли. Препятствия, кстати, внешнего характера. Не все так просто. Вы знаете, не все так просто. Смотрите, у одних отыграется, что люди мешают вам встретиться, а у других отыграется, что есть какие-то обстоятельства непреодолимой силы, которые отодвигают вашу встречу во времени. Но вы не должны расстраиваться. Знаете, что ваша встреча обязательно рано или поздно состоится. Вы с этим человеком встретитесь. Не просто так случайно встретитесь, а целенаправленно для того, чтобы побыть вместе, поговорить, обсудить и навести мосты между друг другом. Я вижу здесь взаимную заинтересованность, я вижу здесь взаимную влюбленность, и я вижу взаимное притяжение. Притяжение судьбою данное. Это не просто так, там увиделись, влюбились и хочется быть вместе. Нет, нет. Вас судьба притянула друг к другу, просто намагнитила. Вас к нему, а его к вам. Чем дольше вы не встречаетесь, чем больше между вами вот эти расстояния, пропасти, либо временные, ну, скажем, такие эти дырки, да, тем больше вы друг о друге думаете, тем больше вы друг друга начинаете ощущать и чувствовать в пространстве, тем больше вы друг к другу тянетесь, да, тянетесь. Если мы говорим о препятствиях, с вашей стороны, здесь препятствия, как отсутствуют. Я не вижу прям каких-то конкретных препятствий с вашей стороны. Просто не вижу. Да, могут быть какие-то моменты там занятости, работы, семьи, но не более того. Это все преодолимо. А вот с его стороны действительно какие-то очень серьезные препятствия. У кого-то прям блок стоит, то есть, может быть, мужчина там, не знаю, невыездной, либо у него какой-то, я не знаю, бан, да, там куда-то нельзя там выходить, ездить, работа там полностью его поглотила, он должен выполнять какие-то обязательства, там времени свободного нет, никогда голову вверх поднять. У кого-то отыграется, что мужчина попросту не свободный. К сожалению, вот вышла тут дама в большой юбке, причем она, видите, на месяце, сверху сидит, скорее всего, еще ребенок есть. Вот вышла, да, у кого-то даже соперница есть, которая делает все возможное и невозможное. Она тут воду грязную льет и на месяце. Но через месяц обычно магия делается. Да? Тут четкое указание на то, что магическим путем женщина мужчину удерживает около себя и через магию не позволяет этому мужчине от нее уйти, да, либо отгоняет соперниц. Запросто может быть. Но отсыпка общая, у кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Кстати, вот если мы говорим про работу, возможно, у мужчины сейчас действительно серьезные проблемы на работе, что-то не получается, не ладится, какие-то проколы, там, не знаю, выговоры даже, да, может человек получать. И если это с ним происходит, то здесь явно его сглазили, либо враги поделали, чтобы избавиться от него, да, избавиться от конкурента, очистить себе место, грубо говоря. То есть мужчина мне вот в плане энергетики очень не нравится. Какой-то он болезненный, вяленький.
и прям под колпаком таким темным находится. С вашей стороны наоборот, вот все светлое, чистое. Вы такой ясный огонечек, целительный огонечек, который мужчину как страждущую душу к себе притягивает. Вы знаете, вы его лечите. Вот не смейтесь только, но вы его лечите. Даже когда вы не вместе, да, он думает о вас, он смотрит на вашу фотографию, да, он лечится, он пополняется вашей энергетикой, ему становится проще, легче, голова перестает болеть. Прям бодрячком таким становится, да, надежда у него появляется. Когда вы вместе находитесь, встречаетесь, у вас вообще какая-то необычная энергетика, вы его исцеляете. Вы исцеляете не только тело, да, не только даете энергетику, но вы и душу исцеляете. Ваш голос, ваши прикосновения, ваши мудрые слова, да, вот это все его исцеляет. Вы его лекарь. Да. Возможно, он это чувствует, может быть, не до конца понимает, как это работает, происходит, но то, что когда вы вместе, либо он смотрит на ваше фото, ему прям хорошо становится, приятно, хорошо, тепло разливается по телу. Он это уже не раз испытал, почувствовал. Так. Когда ваша встреча произойдет? Ну, здесь у меня период идет, период. У кого-то отыграется вот в течение 7 дней, у кого-то в течение 2 недель. Вот встреча у вас идет. Опять же, у кого-то будет личная встреча, когда вы за руки возьметесь, у кого-то будет встреча в формате, я не знаю, там, мессенджера, да? Вы будете общаться, причем так, чтобы вам никто не мешал. Может быть, вы и так общаетесь, да? А так вам никто мешать не будет, и у вас состоится очень доверительный разговор, и вы наведете мосты. Он свой к вам, а вы свой к нему. То есть вы о чем-то договоритесь. Будет разговор, будет решение, и между вами будет договор. Договор совместный, обоюдный, как бы и вам приятный, и ему приятный, и это будет касаться вашего совместного будущего. Договоритесь. Девочки, у кого-то отыграется, что он вам предложение сделает. У кого-то отыграется, что прям пригласит вас к себе, да, либо к вам допросится. Да. Мосты все-таки это отношения, это брак, это сожительство. Договоритесь. Вот я вижу, что ему есть что предложить, и он будет вам предлагать гораздо больше, чем вы ему. Да, он вас, кстати, очень удивит своим предложением. Но изначально у вас идет именно разговор. Он будет задавать вам какие-то вопросы, он будет смотреть на вашу реакцию, он будет, знаете, как пытаться прочитать, что у вас там в глазах написано, какие мысли у вас по поводу него. Немножко, кстати, неспокоен. Неспокоен не то, чтобы он там вам не доверяет, скорее он себе не доверяет. Да? Может быть, считает, что он не совсем там вас достоин, либо что вы с ним там, допустим, из-за жалости. Да? Так тоже может быть. Вот, будет пытаться найти любовь в ваших глазах, когда поймет, что вы любите и он любит. Здесь вот смотрите, он прям вам такое обширное предложение дает. Очень хорошо пройдет ваша встреча, будь то в интернете, будь то в личном. Поверьте, вы будете крайне довольны. Вы с ним договоритесь, и у вас после этой встречи как новый виток начинается в ваших отношениях. Вы еще больше будете сближаться, и отношения однозначно будут и лучше, и активнее продвигаться, и прям любовь, 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 любовь. Все, как бы 2 человечка договорились, мы друг друга любим, мы без друг друга не можем, и мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы сойтись, объединиться и вместе идти по жизни. Хорошая ситуация, мне очень нравится. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.